Всем здравствуйте, всем жителям Республики Саха-Якутия и всем россиянам, всем блогерам, комментаторов, которые увидели, комментировали и комментируют пост по названию «Крик души» Виктории Юрьевны. Якобы отец таджик, как там указали, хочет их разлучить. И хочет забрать к себе не на родину, а самому в город Якутске на свое воспитание. В чем тут плохого? Если отец хочет воспитывать свою ребенка, который всегда был рядом с ними, находился с ними, всегда помогал, школу возил, садик возил, со школы забрал, с ними уроки сделал, с дочкой. Я думаю, тут ничего плохого нету. Надеюсь, вы услышите, сделаете свои выводы в лучшую сторону. И почему я до этого ребенка не забрал? Потому что все-таки у нее была мама. Ну, мне устраивало то, что мама воспитывает ее. Все-таки она маленькая была. И по поводу вот то, что написано в пост, якобы отец Светлана с мамой никогда не жили. Мы познакомились в 2010 году и жили до конца 2018 году вместе. И по обоюдному согласию, по причинам, которые я уже указывал в органе опеки, право человека, на свои заявления отметил, сейчас не буду озвучить. По обоюдному согласию, так мирно расстались. Мы держали общение, помогали друг другу, чтобы Светлана Бахадуровна не чувствовала, что она растет без отца. Я всегда находился рядом. Даже когда моя покойная жена лежала в больнице, я был в Тампонском районе, работал. Она мне звонила, что, в КТ ее увезли, и 10 поражений легкие, двухсторонняя пневмония у нее. СМС есть, корреспондент разместит, увидите все. Я с Тампонского района приехал. Ее положили в больницу. Приехал, к бабушке зашел. Я всегда к бабушке зашел. Они мне хорошо приветствовали. Я к ним хорошо относился. Там у бабушки живет Герман Викторович, младший братишка моей покойной жены. Мы всегда хорошо общались. Всегда все было нормально. Даже приехал, с бабушкой сидели, там арбузы кушали, позвонили жене покойной. Когда она болела, когда в больнице лежала, звонили, мы сидим, арбуз кушаем. Она тоже просила, что я тоже хочу арбуз. Я с дочкой Светланой Бахадуровной поехали, арбуз купили, в больницу поехали, передали. Мы до самой смерти общались с женой. помогали друг другу. Где-то мне что-то надо, она мне помогала.
всегда там у них, хотя мы не жили вместе, но я приходил к ним в гости, к бабушке зашел. Никогда конфликт между нами не был. Вот именно все испортило, все это хорошее отношение, которое у нас столько лет было, все это Виктория Юрьевна испортила. И всех настроила против меня. Мне не пустили к ребенка настроили против меня. Вот. По поводу того, что мы не жили. Ладно, если мы не жили, откуда у меня вот эти фотки? Вот смотрите. Это моя дочка. Когда она маленькая, везде она со мной. Вот. Как не жили. Вот. Это мы в 2019 году, когда ковид был. Вот. Я к бабушке приехал, они у бабушки были. Приехал, вот плов готовил. Ну, как надо. Ну, поздравили дочку. Вот тоже. Это мы у бабушки кушаем. Ну, отметили день рождения своего дочку. Вот это мы 1 сентября, когда моя дочка на 1 класс пошла в 2020 году. Вот. Это 1 сентября. Как мы не жили, как ребенка отца не видела. Смотрите, вот разве такого может быть? Ребенок, который отца никогда не видел. И вот сами сделайте выводы. Вот еще. Это мы в этом году, 14 апреля 2013, вот в этом году, то есть, день рождения дочку отмечаем. Вот мы с женой, хотя мы не жили, но мы общались хорошо, очень хорошо общались, друг другу помогали. И вот по поводу, сразу хочу отметить, по поводу того, что отец вообще никогда не помогал свою дочку. Хорошо. Я тогда вот дети, вот Александра Викторовна, читайте перевод клиенту Сбербанка. Александра Викторовна, 13 июня, перевод клиенту. Вот откуда все это? Вот еще смотрите, клиенту Сбербанка, 27 июня, 26 июня. Откуда все это? Я всегда помогал. Вот, смотрите, пожалуйста, сами. Вот по числу смотрите. Потому что, возможно, я скриншот сделал. Вот. Клиенту Сбербанка. Где-то есть, что вот жена мне отправляла. Потому что мы жили дружно. Вот, смотрите, 15 мая. 25. Ну, тут число не видно. Вот 9 июня, 11 июня. Ну, тут число еще не видно. Вот 4 августа, даже когда жена была в больнице, за учебники просила деньги отправить. Вот. Тут она, мне тоже по карту надо было, вот она мне отправляла. Как мы не общались и не жили вместе? Разве такого может быть? Что вот если мы не жили, я ей деньги отправляю. И вот она где-то мне отправляет. Вот смотрите. Я ничего. Вот. Апрель месяца. Перевод. Вот еще. Вот еще где-то перевод клиенту Сбербанка Александра Викторовна. Где-то 10 тысяч. Смотрите сами. Поэтому, дорогие комментаторы, прежде чем кому-то что-то... Вот где-то... Вот 15 марта Александра Викторовна мне отправляла. 17 отправляла 300 рублей. Ну, общего 800.
Вот смотрите, в март месяце это все 600, 300, 300. Это всего до... Вот, пошли. Ну, в итоге я влиял в жизнь своего ребенка. Тут все, фамилия Александра Викторовна, моей покойной жены. Вот тут еще 14 апреля. Ну, ладно. Вот комментаторы, блогеры, юристы. По поводу... Вот все это началось после похорон. После похорон жены, ну где-то 24 число, я дочку забрал, поехали в зоопарк. Все хорошо, все нормально. Приехал, каждый день хожу. Нормально. 27 число приехал, дочку, чтобы забрать, школьные одежды покупать. И вот бабушка сказала, мы сами купим. Но тут, конечно, Герман тоже присоединился, что мы сами купим. Ты что сюда вот, что ты наши порог перешагиваешь? Ну ладно, я, ну, конечно, куда еще? Поехал к органу опеки, написал заявление по делу несовершеннолетнюю и все остальное. Ну как? Все в рамках законодательства Российской Федерации. И всегда советовался я юристами, где бесплатный консультант, адвокат. Ну, конечно, я раз нахожусь в территории Российской Федерации, я должен жить в рамках законодательства Российской Федерации. И потом все это началось, почему вот, когда они уже начали ребенка настроить против меня, Виктория Юрьевна просила мне какой-то 40 тысяч срочно за какой-то кредит платить. Я спрашиваю, это что за кредит? Мамин кредит. Ну, что за кредит, говорю, да, вот. Ну, говорит, это кредит, мамин кредит. Откуда взяла? Короче, коллекторы передали. Я говорю, вот в течение 6 месяцев после похорона никто не должен нам дергать по поводу долги. Ну, в итоге тогда предлагали мне отказаться от отцовства. Я говорю, и дальше что? Они мне говорят, мы оформляем Светлану, мою дочь. Мы оформляем ее сиротой. Она учится бесплатно, получает от государства льготы всякие. И к 2018 году она получает и квартиры, бесплатно учиться бюджетной, в любой университет, где она захочет. Ну, насколько, где я ответил, я говорю, вы слушайте, что говорите. Я всегда находился рядом с дочкой, как при живом отце можно ребенку оформить сирота. И потом, насколько я знаю, получает квартиру тот сирота, который растет именно в детдоме. И вот по поводу тетки, которые хотят опекунство оформить. Это все, у них цел все на деньги. Как на это ребенка заработать денег? Даже у меня есть смс, где моя дочка говорит, папа, когда я обратился в органы опеки, там мою ребенку, там видно, что кто-то его давит и объясняет, как сказать. Говорит, папа, ты все неправильно делаешь. У нас нету денег, и мы плохо живем. И вот, там еще смс есть, я, конечно, все не распечатал. Все эти цели у них один. Как на это ребенка, сейчас самое время на это ребенка заработать денег. У тетки, которые опекунство хотят оформить, Виктория Юрьевна, у них есть ипотечная квартира от мамы, где Виктория Юрьевна и моя дочка Светлана Бахадуровна, они наследники. 2 наследника туда входят. Мы приступили к наследственным делам, ждем ответа.
Мы с банка получили везде по кредиту у Александра Викторовна, ну, покойной жены, везде 0, кроме ипотека. Бумагу тоже с нотариусу получили. И по поводу наследства. Я почему приступил к наследственным делам? Потому что сами вот дорогие люди, да, вот кто читает, кто там комментирует, анализируйте ситуацию. Тут Виктория Юрьевна, там же сейчас у квартиры, вот однокомнатная малосемейная квартира, которая от мамы осталась их. Вот это, она хочет, чтобы там она была единственный наследник. И оформить сначала мою дочку сирота, потом, ну, когда ее сирота оформляет, будет же только Виктория наследник, будет единственный наследник, она будет. И все, что хочу с квартирой, делаю. И Светлана Бахадуровна, якобы как будто она любимая ее сестра, где только после смерти мамы она вот Светлану так прямо что-то прямо резко полюбила она. Раньше вообще там зависти было у нее, типа у нее есть отца, у нее есть этот, у нее все. Тут план один. Типа лишаем отцовства, оформляем сирота. Виктория будет единственный, сразу приступит наследник. Будет одна наследник там в этой ипотечной квартире. И моя дочка потом, кто опекунство оформляет, пусть Светлана там получает квартиру. Я этого не дам. Я всегда помогал, буду помогать. Вот где-то после 18 февраля выходит по поводу, ну, эти там наследственные материалы все получены. И я просто защищаю интерес своей дочери. Так как она не платежеспособная, тут ничего плохого нету. Если отец хочет долю свою дочку платить. И зато душевно буду спокойно ходить, что хоть что-то от мамы осталось у них, и хоть что-то я сделал для дочки. И крыша есть у них над головой, где они могут жить. Ну, потом будет дочке 18 лет, сама решать со своей сестрой, куда делать эту квартиру, оставить, продать, жить. Ну, пусть сами решают. Но я защищаю интерес своей дочку, потому что она тоже наследница, но не платежеспособная. Они мою ребенку не потянут обеспечивать, потому что мы с женой. Ну, конечно, жена тут больше потому что всегда вот купи этот, фастфуды всякие, там сладости, все, что. У них, посмотрим, они не могут обеспечивать моего ребенка. Моя дочка 1 сентября с прошлогодний сарафан ходила. Почему тогда 27 сентября я заехал, чтобы дочку забрать одежду, купить? Они типа мы сами купим, а я ребенку смотрю, там на 1 сентября с прошлогодний сарафан ходит. Я ночами не могу уснуть. Она на физкультуру, у всех спортивная одежда, смотрю там на видео, моя дочка, она с сарафаном бегает. Я больше свою душу вложил, свое время потратил вот на это ребенка. И буду тратить. Тем более в этой ситуации. И потом по поводу воспитания ребенка. Кому оставить ребенка на воспитание? На Виктория Юрьевна, у нее плохая, сама плохо воспиталась. Это о чем говорит? Еще она должна воспитать свою, ну, мою дочку, то есть, и свою младшую сестру. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, это все вранье, это все расселено на деньги. Они хотят вот сейчас время, чтобы на этом милое ребенку сделать деньги.
Какое там опекунство, если отец есть? Если отец всегда помогал. Вот смотрите, вот Сбербанк, еще раз покажу. Вот. Какое опекунство, если вот... Вот, если папа участвовал в жизни ребенка, это всего до февраля месяца. Я много не распечатал. Какое опекунство? Какой не видел. И только в похорон увидел. И потом, после похорон, кстати, мы жену, когда похоронили, все на поминку уехали, я к бабушке заехал, мы сидели, чай пили, с дочкой вышли в магазин, вышли, гуляли. Ну вот кто скажет, что я вот за рамка законодательства поступил? Всегда дочке помогал. По поводу лишения отцовства я там увидел, что кто-то хочет мне отцовства лишить. 3 или 4 пункта, которые лишают отцовства, я ни по одной не попадаю. Потому что жил с ними, помогал, деньги отправлял. Психологическое давление с моей стороны ребенка вообще не было. Это только они ее вот давили. Что вот с папой не разговаривай, папа у тебя вот такой, плохой. Почему я к бабушке зайду, она дверь закрывает, а выйду на улицу, она мне говорит, папа, можно через окно подойдешь? У меня видео есть, я буду разместить, увидите. Вот, сделайте выводы. Виктория Юрьевна не имеет права воспитать мою дочь. У нее очень плохая характеристика в свой школьный возраст. Лично ни одной родитель, вот хороший, нормальный родитель не хочет, чтобы вот ее дочка, например, да, как Виктория Юрьевна, чтобы в школу ходил с татуировкой, проколотый язык. Я, конечно, 100% против, чтобы она воспитала мою дочь. По поводу воспитания бабушки, у меня есть голосовые, где я предлагал им, что пусть сначала у вас будет жить, но я потом все равно его под свое воспитание возьму. Они уже начали ребенку настроили против меня. Но я думаю, что тут закон есть закон, суд есть суд. Я мог бы не доказывать никому вот это все. Но просто смотрю, жизнь у нас очень волна идет. Идет. Поэтому, пожалуйста, сделайте выводы. Ладно, я был бы такой отец, который сделал ребенку, пошел. И после смерти жены приехал, вот дайте мне ребенка. Вот все фотографии я вам показал. Поэтому, пожалуйста, вот любой информацией, мы же люди, у нас голова. У каждого есть свое мнение. С любой мнение надо анализировать. Почему прежде чем разместили вот этот пост, ни одной корреспондент не связывался со мной, чтобы подтвердить вот эту информацию. Это реально так, кроме Петр. Кстати, я не знаю, что за общественник. Петр. Отчество он мне не говорил. Но единственный, порядочный. Ну, он по разговору, он из местных. Но вот единственный, кто анализировал вот эту ситуацию, спрашивал мне, и посмотрел этот, вот это Петр, я не знаю, это что за общественник, но очень хороший человек, видимо. Ну, хотя мы по телефону общались. И немножко по поводу бабушки хочу сказать. Бабушка у нас хорошая, мы хорошо общались. Вот именно Виктория настроила все родственников против меня. Чтобы на это ребенка заработать денег. У них целый день. Как деньги заработать, как ребенку сирота оформить, чтобы Вика была единственный наследник в этой ипотечной квартире мамина. И
потом опекунство, чтобы какой-то родственник оформили. Мы с Германом очень хорошо общались, жал все это. Я вот все это с 2000, уже когда, ну, после, как дочка родился, мы с ними начали общаться, да, вот с родственниками жены. Но мне жал все это время, которое мы на самое короткое время, могу сказать, просто плевали и ушли вот на все это общение. Мне помощь надо было, я у Германа спрашивал, Германа надо было, он у меня спрашивал помощь какой-то там, инструмент, да, или что-то там по финансам, тоже помогали друг другу, куда-то возить. Вот жал все это. Ну, бабушку все равно, я извиняюсь при бабушке, я в состоянии, в котором сейчас бабушка находится, я это понимаю, потому что самые сложные, самые тяжелая ситуация для любой родителя — это похоронить при своей жизни свои дети. Я извиняюсь, может где-то что-то не так выразил в сторону бабушку. Но вот именно эта бабушка Вика настроила против меня. Мне очень хорошо. Я любое время зашел к ним домой. Она мне варенье, там оладушки. Еще варенье мне с собой дала, там, ну, забери, дома будешь. Жаль все это. Именно Виктория Юрьевна. Так что все это вот то, что факт, который я вам предоставил, это ответ на этом пост. Пожалуйста, сделайте выводы в лучшую сторону. Виктория думает, что она самая умная, и вот вас воспользует в этой. Дорогие комментаторы, может, не знаю, все россиянам, я думаю, что уже в России это тупо комментируют, это все полное вранье. Полное вранье. Вот все доказательства. Я от себя ничего не говорю. Все, что есть. Фотки показал. Ну вот, заканчиваю видеообращение. Извиняюсь перед всем народом, если кому-то я что-то обидел, кому-то что-то, может, что-то не так говорил, сделал. Но я думаю, я все правильно сделал. Всегда помогал. Я вот квитанция со Сбербанка есть. Потом по поводу органов опеки мне жестко проверяли. Все мои данные, соотделение полиция, характеристика с нашей диаспоры, нарколог я прошел. Все мне жестко органы опеки проверяли. Я все прошел. Психиатры мне отправили. Там вы обвиняете органы опеки. Органы опеки, они очень хорошо работают. И анализируют ситуацию. Вот именно. Мне вот, и мы были по правам человека с юристом. Вот их мнение вообще, вот было бы все такие. Не было бы вот это резонанс межнациональный. Ну, это потому что там одни таджик. Не, да, отец Светлана. Она же тоже по крови таджичка получается. Она, Виктория Юрьевна, здесь обижает мою дочку, Светлану Бахадуровну. Она тоже наполовину таджичка. Она не уважает свою сестру. То, что она затеяла, это все расстелано на деньги. Где, как деньги зарабатывать. Потому что деньги, которые собирали на похорон, она сразу где мамина квартиру ремонт затеяла, и там и живет. Хотя до 40 дней нельзя, где покойный жил, там нельзя там навести, ремонт сделать, красота наведет. У Виктории Юрьевны одна мысль. Как присвоить эту квартиру мамину? И вот деньги на похорон закончилось, вот народ мне помогите. Вы еще деньги дайте ей. Собирайте деньги, деньгами помогите ей. Она типа, я самая умная, и народ вот давай.
Поэтому не сделайте так. Выводы спеша не делайте. Ну, еще раз я извиняюсь только перед бабушкой. Да, бабушка была время, смотрела за нашу дочку, когда мы куда-то вдвоем поехали. Так что, бабушка, извиняюсь, я приду к вам еще, Светик будут жить и у вас, и у нас. Прости меня, пожалуйста. Только бабушка. Ну, я с Герман, если он мужик, есть мужик, мы найдем общий язык. Я не говорю, чтобы ребенок жил только у меня. Пусть будет у них, пусть у меня. Но главное, чтобы никто не препятствовал. Ну, все, бабушка, еще раз извини. Я еще раз заеду к вам. По-прежнему мы найдем общий язык. И потом забыл сказать, почему ребенку мы забрали в реабилитационный центр. Вот сами нейтральные территории, которые я могу восстановить общение, которые вот мы буквально потеряли месяца назад с дочкой, хочу восстановить на нейтральной территории. Так что еще раз извиняюсь перед всем, кто, если вдруг вот этот пост кому-то задевал, ненавидят, типа ненавидели таджиков. Это все вранье. Неужели папа всегда помогал и нету его? Вот фотки. Именно Виктория Юрьевна 25 сентября, буквально неделю назад, за поминка она просила 5000. Я сказал, хорошо. Это о чем говорит? Значит, она врет. Ну, цель у них один. Как деньги зарабатывать. Вот эта тетка откуда появился у них, что я хочу опекунство оформить. Я не знаю. Я не говорю, чтобы дочка не жила у бабушки. Пускай будет у бабушка. Вот сейчас карантин. Пускай будет у бабушки. Я бы не против. Но когда она в школу едет, конечно, я хочу, чтобы было у меня. Мы уроки сделали, в школу возил, привез. Я тут думаю, ничего плохого нету. Поэтому, ну, до свидания. Всем, кто увидит этот пост, это видеообращение, сделайте выводы своего, пишите в комментарии, буду учить.